Давай, фигня! Сходу! Аккуратненько. Я чуть не развернулся, блин. Главное, не развернулся. Просто связи нет, думаю, ладно. Скажи же это место и заебок вообще. Это лучше намного. Самое лучшее место. Я думаю, дальше нет смысла ехать. Я спросил, можно проверить на самом деле. я у мужиков спросил, они говорят, там уже скучно. Ага, ну все тогда. Самое лучшее место это вот это. Я вот думаю, вот здесь палатки прям поставить. Вот вода, помыться можно, все дела. Здесь тепло просто. Ну да, здесь солнце. Приятно. До 7 часов смело. Мы уже больше никуда не пойдем? Нет, а что, ты хочешь дальше съездить? Нет, ты же хотел куда-то. Или еще раз вниз хочешь съездить? Нет. Для закрепления. Навыков. Да, Промок. Фух, супер. да, классно. Посмотрите только на вот эти виды, а. Да. В какой стране живем, а? Ну да. Шалкоде. То есть, ну там, Добрый. короче, Привет. технически возможно. Но Да. короче, здесь сейчас будет развилка, можно будет уехать вон туда направо, вон туда прямо, вон туда налево. То есть вариантов масса. Дороги. А можно вообще уехать вот сюда налево и вот на эту гору заехать, там вполне себе накатанная дорога. Ну как, судя по спутнику, мы здесь первый раз. Фух, эта толпа уехала. Теперь можно наконец-то в тихой, спокойной обстановке разложиться. Не, они сразу стали полностью. Дальше поехали. Алекс сегодня будет с Кириллом спать здесь. Это их зал. Это моя гостиная. Сейчас здесь кухню соорудим. Гараж. С нами вон соседи. Надеюсь, они нам пол арбуза оставят. Пока не надо заходить. Я так сильно арбуз хочу. А, давай сделаем, да? Потом снимем. Ну, еще и предбанник есть. Нифига себе. Так, здесь же комаров нет, наверное, да? Время покажет. А насчет этой дороги, кстати, вот сейчас ребята едут тоже. Люди незнакомые с местностью, но они подготовились получше, чем мы. И они говорят, что там будет развилка скоро. Можно будет уйти направо, видимо, на Шалькоде попасть. Прямо и налево. В общем, там Бывает. есть где душе разгуляться. Вот так. Ну, мы завтра этим же маршрутом поедем на Текесский водопад. Вот еще кастрюлька. Это хватит для чая сейчас. Ну а ты же говорил, что для жратвы. Для жратвы, да. Эти. Так, столики, да. Бля, а что ты среди навоза? Тебе что? Кайф? Натюрлих? Натюрлик. Бич-пакет. Там сосиски у меня, может по сосиске? Сосиски тоже хавают. Туда вот, кстати, покроши. Ну, дать тебе? Давай. Ножиком. А как раз будет. Время ужина. И нож. Нож есть? Нож? Нет, забыла. Ну, Нож у есть? меня есть. Есть? Где твой? Там на багажнике, на кофре лежит накрыт на задней. Все, выключай. Столик есть, тем более. Рамен с говяжьими сосисками. Спонсор вечера. Закат. С помидором, и, короче, там салат получился. Готовый салат, считай. Коньячок. Алик захватил с собой. Кирилл тоже не сдержался. В Кигине взял. Время 6 часов. Уже холодает. Я волнуюсь, блин, как бы я здесь не скукожился. Садится солнце. Вот она красота. Вот. Наш базовый лагерь. Коньяка уже жахнули. Сейчас истории травим. Байки всякие. Кублей. Прям в руку мне. Все, здесь у него багажник. Офигеть. Ему даже кофр не нужен. Вон что с едой стало. Блин, ужас. Он яйца привез, блин. Все нафиг побилось там.
И они будут там расти, когда нас уже не будет. Кирилл, у тебя ноутбук Mac? Нет, не Mac. Там на Маке есть фоновая заставка. Вот прям один в один, вот как вот это вот, знаешь, там подсвечивает именно вершину. Да. Я Такая видел, у них да. есть заставка. Точно, да. Офигенно. Короче, мы самое сложное проехали. Да. Все думаем. И там упали всё здесь. жопа. А вон там дальше еще езжай. Вон там могли бы еще сидеть и греться. Чего какие эмоции? Устал сегодня? Не. Растрясло, правда? Дороги местами вообще прям заплатка на заплатке. Да. Ой. Вовремя ты отвернулся. Нифига не скользко. Да тут можно копчик пробить себе. Да, Ну. кто-то уже напился. Еле-еле на этих носочках. А ты поставил низкое сиденье, да? Или это стоп? Я его в низкое положение. А. Два положения, я в низкое положение. А Ну, есть я- еще низкое сиденье. Низкое сиденье, Да. как у BMW. Да, я тоже думал, может быть заморочиться еще низкое. Ты достаешь ногами здесь? Я Да, достаю, здесь сколько? Огонь. Ништяково, да? Это Может здесь и... первое, что нужно сделать при технике безопасности после аварийного авиапроисшествия. Потому что огонь – это символ жизни. Поэтому, когда вы потерпели крушение или где-нибудь оказались в затруднительном ситуации, положении, нужно всегда разжечь огонь. Это надежда, это жизнь. Сорта реально пар идет. У меня есть, себе наливай. Мне тоже налейте, а? Куда? Ты завязывай. Короче, Алик меня припахал. Говорит, у тебя же есть фонарик. Иди по дрова, бля. Так он говорит, где-то здесь. Да блин, здесь нет дров, здесь щепки. А, вот это, наверное. Сейчас вот это наломаю тогда. Этот показывали ж, да? В Ютубе, правда? Нет вот этот. В пустыне араб высох, заблудился. Так, что у нас там? Не пердеть. Поющие в терновнике. Короче, мы все поселились в Кирилловском этом палатке большой, трехместной, как он говорит. И я поначалу издевался над ними. Но в итоге я это... Хорошо, что я еще палатку не взял. У меня просто это спальный мешок летний. Он Я надумался. боялся замерзнуть. Поэтому я это попросился к ним в дом. Чувак, нормально все? Все нормально. Холодно? Я делюсь с тобой палаткой своей. У тебя, да, самый нормальный был. А у тебя вообще капец. У тебя Шлепки на рыбьем меху, блин. на честном слове. Что-то ты капец. Ну, и это человек, прошедший Крым, Рим, Памир, Монголию. Он, видимо, посчитал, что здесь не так все. Ага, мы должны на него равняться. Другого нет у меня просто. А он, блин, это... Блин, сказал бы, у меня есть. Палатка. На, Нормально. открывайся. Спасибо. Спасибо, брат, что не забыл. Ты же меня еще должен домой вывезти. Я? Как? Ну Ты ты сам же- себя вывезешь. Ты же флагман наш. Как поедем, ну? Ну, Завтра Текес. Тике завтра. Кирилл навигатор завтра. А что там? Да, Трек ваш- есть там. ваш навигатор он на Кишемире. Перестал показывать. Перестал. дорогу. Вы знаете, что такое коммерши? Ну. Это же здесь раньше уголь добывали. Коммер это уголь. А, ну да, Здесь, точно. видимо, где-то А, карьер, коммерши. разрез есть. Угольщик. Прикольно. Типа. Доброе утро. Расскажем давайте нашим подписчикам, зрителям, как мы провели эту ночь. Алик, начинай. Да холодно было, что-то. Было холодно и было тесно. Я же сказал, что вчера они меня приютили. Этим мы закончим, да? Да, Кирилл, как Холодно, тебе? тесно. Нет, на самом деле не прям уж холодно было. Неплохо, тепло. Я ожидал худшего. Ну, тесно, да. У тебя Неудобно. экип там конкретно, блин, столько всего. Носки даже такие специальные какие-то. Я посмотрел там. Да, я знал, к чему я готовился. Алик на каком-то там забеге выиграл этот спальный мешок акиматовский. Такой толстенный, минус 10. И вот я прикалывался над ним, но в итоге, блин, если бы не этот спальник,
Потому что мой спальник вообще ни о чем был. Моточехол оказался. Моточехол, бля, они его так назвали. Он очень тоненький. Так чисто для капчика. Вот сейчас разожгли костер, немного согреемся. Все вокруг покрылось инеем. На улице дубак, вон руки не разгибаются. Блин. Вон. Все покрылось инеем, блин. Куда дальше? Классно. Да. Дальше на водопад Текес. Так, Да, это сейчас посмотрим карту. там где-то поворот, да? Да. Сколько ехать туда? Ехать, ну, примерно получается здесь километров, мы же считали, да, 30, наверное. От дороги, да? 30, туда-сюда Ну, фигня. 50. И кигень-то. Ну что ж, друзья мои, мы почти на полдороги к водопаду самому большому на Текес. Как сказали местные, здесь два водопада есть. Один маленький, один большой. И вот мы решили ехать на большой, тот, который самый популярный и известный, мне кажется. Вот здесь можно посмотреть очень много крестьянских хозяйств, юрты, чабаны, идиллия. Дорога вполне проходимая. Ехать сюда можно даже на легковушке. Некси даже проедет. Короче, с доступом к этим красотам проблем никаких нет. Говоря о самих красотах, я, наверное, помолчу. А вы полицезрите. Я немного оторвался вперед. Сейчас остановился, чтобы дождаться Кирилла и Алика. Настроение замечательное. Температура сейчас около 20, наверное, градусов, может чуть выше. Но когда мы утром проснулись в Комерши, то там было 4 градуса плюс. Ну как вам такой красоты? Почти Швейцария. Сори за клише. Вон там фонари едут. Кирилл с Аликом. Вон там вверху юрта на возвышенности. Вот этот вот мох высокогорный.
Блин, такая красота, такой воздух чистейший. Отсюда видно, что люди вон на паркетниках сюда приехали. Вот здесь то ли лагерь, то ли кафешка, что-то такое, вон я вижу. Может быть, сейчас туда заедем, чтобы перекусить. Потому что дело близится уже к обеду. Техника чувствует себя отлично, если вы спросите. Выезжая из Коммерши, колеса подкачал. Немного не хватало. Крепеж. Вроде бы все на месте. Немного вперед съехало.